Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. 10 и 11 августа в Якутске состоится 5-я республиканская конференция «Закупки Якутии. Новые реалии». На сегодняшний день такое мероприятие стало единственной площадкой в республике для открытого взаимодействия государства, бизнеса и общества по развитию сферы закупок как стратегической области экономики. Гость в студии сегодня Николай Яковлев, первый заместитель директора Центра закупок Республики Саха-Якутия. Николай Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вот расскажите о предстоящей конференции, кому она адресована в первую очередь. Эта конференция является самой приоритетной мероприятием республики в сфере закупок. Организатором выступаем Государственное казенное учреждение Центра закупок и Министерство финансов Республики Саха-Якутия, при поддержке электронно-торговых площадок. В мероприятии будут участвовать все государственные заказчики, федеральные заказчики, муниципальные заказчики, в том числе и участники закупок, это поставщики, исполнители, подрядчики. Это мероприятие, в котором могут получить все наболевшие какие-то вопросы, если есть у заказчиков, и в том числе у участников, потому что там тоже приедут наши лектора, эксперты, и в целом будут какие-то вопросы, и все будут там получать соответствующие ответы. А вот для кого это мероприятие окажется самым полезным, вот, на ваш взгляд? Самым полезным это мероприятие будет, как я уже сказал, это нашим заказчикам, потому что у нас законодательство недельно, можно сказать, меняется. В связи с этим надо быть в курсе всего происходящего в сфере закупок. Если там есть какие-то нарушения у заказчиков, это всего чревато штрафами, и вот поэтому это будет полезно и для участников, и для заказчиков в сфере закупок, то есть всем участникам процесса, закупочного процесса. А вот кто такие заказчики чаще всего? Вот расскажите об этом. Заказчики — это все наши государственные учреждения, это больницы, школы, в том числе и какие-то научные организации, государственные бюджетные учреждения, в том числе еще есть у нас государственные унитарные мероприятия. В республике у нас насчитывается около 400 этих заказчиков, которые размещаются через Центр закупок. Можно сказать, все организации, да, кто пользуется. Все организации, все получатели закупками, бюджетных средств, получается, Все заказчики. получатели бюджетных средств, Да. все верно. Вот какие гости примут участие в конференции, кто будет лектором? Гости мы всех пригласили, это Министерство финансов Российской Федерации, которое там регулирует контрактную систему, государственную политику и нормативно-правовое регулирование. Также к нам приедут Федеральная антимонопольная служба России, которая является контролирующим органом, и чтобы не было ни у кого там нарушений. Поэтому в том числе приедут эксперты, лекторы из разных регионов России, которые у нас очень мало в целом по России, этих лекторов наших. И как раз вот эти эксперты, которые работают в сфере закупок, они там дадут ответы на какие-то вопросы, которые там. Ну вот как раз таки, что касается вопросов, что будете обсуждать? В рамках конференции мы будем обсуждать как раз обзор основных изменений законодательства в сфере закупок. Это по 44-му федеральному закону, это контрактной системе, а также по 923-му федеральному закону, это закупки отдельных видов юридических лиц, закупка медицинских изделий, офсетные контракты. Офсетные контракты, это у нас, можно сказать, в республике еще нету таких офсетных контрактов, и по России это очень мало. Это очень интересно будет как раз и для заказчиков, для крупных заказчиков, в том числе и для наших предпринимателей, которые там хотят поучаствовать в офсетных контрактах. В том числе и также примут участие уголовно-исполнительная система, потому что есть тоже проблемы именно в закупках у уголовно-исполнительной системы. Также вот национальный режим там тоже будем обсуждать, и также закупки у единственного поставщика, потому что в связи с прошлогодними событиями сейчас по России очень много таких закупок, и чтобы нарушений не было именно по закупкам у единственного поставщика. Ну вот если говорить о тенденциях в целом, да, к чему сейчас меняются сфера закупок, да, то есть усложняется или упрощается система,
В сфере закупок у нас в соответствии политикой Госдумы и правительства Российской Федерации сейчас идет на упрощение именно закупочной деятельности, упрощение участия наших местных товаропроизводителей, наших местных поставщиков в закупках, чтобы именно российские участники выигрывали закупки. Вот сколько закупок ежегодно публикуется через центр закупок? Закупки через центр закупок, если статистику вкратце сказать, в прошлом году за 2022 год нами было опубликовано свыше 22 тысяч извещений закупок на сумму более 98 миллиардов рублей. Экономия по итогам этих закупок составила более 4 миллиардов. А за первое полугодие этого года нами опубликовано уже 15 тысяч извещений на закупки, да, и экономия составила свыше 2,6 миллиардов рублей. И хотелось бы сказать, что в каждой закупке, в среднем в одной закупке участвует более 2 участников. Это показывает то, что закупки у нас прозрачные, конкурентные, то есть интерес от участников закупок есть, и все могут туда зайти и участвовать. Так бы еще хотелось добавить то, что наша конференция это совершенно бесплатно, любой желающий может подойти, участвовать, зарегистрироваться на это мероприятие и принять активное участие, потому что такое мероприятие не всегда бывает, это один раз в год, вот поэтому активно надо переходить и участвовать. Ну, действительно прекрасная возможность, да, получить какие-то новые знания, расширить, да, свои компетенции в сфере закупок. Ну, давайте подробнее расскажем, в какие дни будет проходить, и где, в какое время. Конференция у нас будет проходить в Саха-театре 10-11 августа этого года. У нас будет еще разделение на 2 блока. Первый блок это по контрактной системе будет, по 44-му федеральному закону. И по 223 закону тоже для отдельных видов юридических лиц. То есть мы пригласили экспертов, которые там будут и по 44-му, и по 223 федеральному закону, которые будут все рассказывать и показывать, какие есть новшества в законе. А информацию где-то можно узнать подробнее на сайте? Может? Да, у нас все эта информация и не только эта конференция, а вся информация размещается на нашем сайте госзаказ-якутия.ру, и там же есть как раз форма регистрации на это мероприятие. Туда можно зайти и зарегистрироваться и перейти уже 10-11 августа. Но если говорить в целом, да, какие мероприятия проводятся, да, может быть, в целях методической поддержки заказчиков в республике? Да, мы постоянно проводим методическую помощь именно заказчикам нашим. В прошлом году нами проведено тоже свыше 20 семинаров, вебинаров для заказчиков. В этом году мы провели 7, еще там плюс для муниципального образования мы тоже постоянно проводим методические и устные, и семинары, вебинары. Еженедельно мы направляем тоже в наш телеграм-канале наши разъяснительные информационные письма по изменениям законодательства. Как я уже говорил, там этот закон меняется, подзаконные акты тоже меняются. Вот поэтому еженедельно мы направляем информационные письма и заказчикам, и в том числе и размещаем в нашем телеграм-канале. А вообще какие функции выполняет центр, кроме закупок? Мы, как я сказал, методическую помощь заказчикам делаем. Кроме этого, мы администрируем нашу региональную информационную систему в сфере закупок, сопровождаем заказчиков, потому что нет у нас сейчас бумажной работы. Все заявки к нам приходят в электронном виде, информационной системе, и наши заказчики направляют, и мы рассматриваем, соответственно, по этим документам информационным и размещаемся. Кроме этого, мы проводим, как я сказал уже, семинары, вебинары, конференции. Ранее вы сказали, что появился какой-то новый вид закупок, офсетный, по-моему, да? Расскажите подробнее, что это за вид? Офсетный контракт это со встречными инвестиционными обязательствами называется.
То есть предприниматель, если у него есть свои личные деньги, да, он может вкладывать инвестиции, и государство, то есть в лице республики, да, уже будет у него закупать его товар, то, что он произвел именно для нужд республики. То есть не менее 30% он будет уже, республика обязана будет закупать именно у этого инвестора. Мгм. То есть будет какой-то приоритет, Да, получается, у этого потому что предпринимателя. у предпринимателя останется гарантированный сбыт своей продукции уже будет. Он уже не будет думать, куда этот продукт, кому продавать. Государство будет уже гарантированно закупать у этого инвестора. Ну вот для каких компаний, например, да, это будет удобно? В каких сферах, например, деятельности? Ну, в сферах различных можно сделать. Это и есть и строительство дорог, строительство каких-то производственных фирм, компаний, заводов. Какое-то оборудование, Да, может быть, да, оборудование, если которое производят? у нас именно в республике не производится. Чтобы вот это сделать так, что это будет необходимо и для развития производственной базы республики, и это будет, можно сказать, обоюдно выгодно и для государства, и для предпринимателей, которые там участвуют в закупках. Ну вот какими достижениями в сфере закупок отмечен наш регион? Ну, можно сказать, среди Дальневосточного округа республика занимает первое место по количеству и по объему размещаемых закупок. И четвертое место среди России. Четвертое место среди России. То есть кроме этого, республика получает ежегодно гарантированную прозрачность номинации, и в том числе у гильдии отечественных закупщиков тоже получает награды, как снятие административных барьеров для участия в закупках и так далее. То есть в республике очень много достижений, в рейтинге Якутия на высоком месте, да, поэтому эта сфера очень важна, поэтому действительно мы призываем наших телезрителей, кто этим занимается, обязательно посетить ваш семинар. Николай Николаевич, большое спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем успешного проведения вашего мероприятия. Спасибо. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью, оставайтесь на нашем канале.